Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Первые новоселы в селе Беськёль Горного района торжественно вручили ключи от нового дома, когда сдадут остальные объекты. Анализ многолетней мерзлоты необходимо проводить на государственном уровне. Сегодня второй день Северного форума по устойчивому развитию. Обновленная башня Манчары и парад из 100 лошадей. Верхневилюйские селе Майя с размахом отметили День государственности республики. В селе Беськёль Горного района состоялась передача ключей от первого дома, возведенного после пожара. В торжественной церемонии принял участие глава региона Айсен Николаев. Именно он и вручил ключи хозяйке Екатерине Савиной. Площадь дома 50 квадратных метров, он полностью благоустроен. Включает кухню, 2 санузла и котельную. На улице имеется септик. Дом сдан под ключ. Застройщик объекта – строительная компания «Туймада Строй». Всего она возводит 10 домов. Из них 8 уже готовы. В целом в новом микрорайоне работают 9 строительных компаний, возводят 34 дома и хозпостройки, в том числе коровник на 150 голов. Первый жилой дом из 34 вводим. Это большое радостное событие. Конечно же, в таком большом строительстве, в организации строительства, в таком отдаленном селе, как Беськёль, огромную роль сыграла хорошая работа оперативного штаба правительства республики, огромная помощь наших крупнейших компаний, в первую очередь компания «Алроса», которая перечислила 200 миллионов рублей, «Роснефти», которая отправила 25 миллионов рублей, добровольческого штаба республики, который отправил 8 миллионов рублей. И, конечно же, очень хорошая работа строителей, которые правильно организовали процесс. Здесь свыше почти 200 человек сейчас постоянно работают. Все объекты строятся быстро, качественно. И мы сегодня можем сказать, что вот тот поставленный мною срок, 15 октября, когда дома должны быть все введены, он будет выдержан. И село Беськёль получит новый микрорайон, причем уже с новой инфраструктурой, с благоустроенными домами. Между тем, по словам министра сельского хозяйства, на территории села уже построили 10 хозобъектов для нужд крестьянских и фермерских хозяйств. Самый крупный из них – это коровник. Его сдадут в срок 15 октября. Также, по словам министра, в настоящее время решают вопрос поставки сена и кормов для скота. По линии Мещехоза строится 10 объектов. Один из них крупный объект. Это для КФХ Петров Алексея Алексеевича на 100 мест, живкомплекс. И 9 объектов. Это у нас мелкие скотопомещения. Из них 6 скотопомещений в самом поселке и 3 в Сайлыке. И второе направление у нас поставка сена. Вы все знаете, здесь сгорело 260 тонн сена. И потребность в самом поселке 1025 тонн. Из них где-то 360 тонн. Это мы планируем из-за вне республики, из Забайкальского края. Все органы региональной власти должны работать как единый механизм. В Госдуму внесли законопроект, который регулирует ряд норм. В частности, это касается губернаторских сроков и порядка досрочной отставки глав регионов. Об этом рассказал один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае принятия это будет новый закон. Таким образом, прежний федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов России утратит силу. Интересно, что новый законопроект устанавливает общее наименование высшего должностного лица для всех регионов страны. При этом уточняется, что может быть предусмотрено дополнительное название для наименования должности главы региона, если на то есть исторические или национальные традиции. Используя научный потенциал и опыт Якутии к 2023 году, возможно создать комплексную систему контроля, обработки и анализа криолитозоны на федеральном уровне, изменения климата в арктических территориях и что сделать для сохранения инфраструктуры. Эти вопросы стали темой круглого стола, который состоялся в рамках 3-го международного Северного форума по устойчивому развитию. Эксперты из области науки и иностранные специалисты отмечают, учитывая прогнозы изменения климата и потепления, к 2050 году ущерб
только существующему жилому фонду составит порядка 770 миллиардов рублей. Инфраструктурные потери исчисляются же триллионами. Ученые сходятся во мнении, необходимо вести мониторинг и анализ многолетней мерзлоты на арктических территориях нашей страны на государственном уровне. Наибольшее изменение температуры воздуха оно произошло в центральной Якутии и, как видим, в некоторых частях арктической зоны. Это происходит разрушение и деформация дорог, которые происходят под воздействием в том числе изменений, климатических изменений, хотя и само инженерное сооружение играет определенную роль в этих моментах. Это выпучивание магистральных газопроводов, деформации линий электропередач, деформации и разрушение зданий и сооружений. В Верхневилюйске прошел второй Вилюйский образовательный форум «Образование. Драйвер развития». Педагоги обсуждали стратегические и перспективные направления развития системы образования Вилюйской группы районов и всей республики в целом. В мероприятии приняли участие 755 человек из 10 районов. Смысл этого форума – обратить внимание к вопросам образования как к ресурсу, направленному на развитие вообще экономики. Поэтому наш форум называется «Образование. Драйвер развития экономики». В эти дни на территории Верхневилюйского района, в том числе и на территории наших образовательных организаций, расположенных в городе Якутске, в основном в дистанционном формате мы обсудили по 7 различным направлениям, куда нам двигаться дальше. И как основа мы в дальнейшем будем разрабатывать такую программный документ, направленный на развитие образования Вилюйской группы районов. Но, конечно, это не предел, нам нужно дальше двигаться. Те лучшие практики, методики, которые имеются в образовательных организациях Вилюйской группы районов, тиражировать на всю республику. Сейчас к эпидобстановке еще 197 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки. Из них в Якутске 121, сообщает Оперштаб. В Чурапчинском районе 8 случаев заболевания, в Вилюйском 7, в Мирнинском 6 случаев, в Татинском 5, в Алданском, Намском и Хангаласском районах по 4 заражения. Еще в 20 районах заболели от 1 до 3 человек. Перепись населения в Кобяйском районе близится к завершению. Переписчики обошли более 3200 помещений и переписали порядка 10 тысяч человек, или 92% от всех жителей, подлежащих опросу в сентябре. Согласно организационному плану проведения переписи, в районе отмечается сокращение численности населения. Местные жители принимают переписчиков доброжелательно и охотно дают ответы на вопросы переписного листа. Отмечается, что результаты переписи станут основой для многих социальных программ. Выставку, посвященную истории и культуре Абыйского района, открыли накануне в Якутском музее имени Ярославского. Экспозиция приурочена к столетию образования ЯССР. На выставке представлены уникальные экспонаты народных мастериц. Посетители смогут увидеть национальные костюмы из оленьих шкур. Кроме того, гости выставки окунутся в историю создания района, увидят архивные фото и документы известных абыйцев, внесших свой личный вклад в развитие не только родного района, но и всей республики. На выставке Абыйского улуса Алгыстах Абый-Сириттен представлены очень разнообразные экспонаты, экспозиции. Это и мамонтовая фауна, археология, и прикладное творчество, и история улуса, и история спорта, история улуса во время войны. Также в ходе этой выставки в течение месяца землячества Абыйского улуса планируем провести несколько мероприятий. В Намском районе в День предпринимателя озеленяли сквер государственного и политического деятеля Ильи Винокурова. Высадили саженцы, акации и черемух, тем самым дали старт новой традиции предпринимательского сообщества. Бизнесменов улуса призывают ежегодно принимать участие и вносить свой личный вклад в сохранение природы. Кроме того, представители бизнес-сообщества сдали нормы ГТО. Предприниматели улуса проверили свою физическую подготовку на местном стадионе. Все участники успешно выполнили задания по отжиманию, метанию снарядов, подтягиванию, упражнениям на пресс, бегу на короткие и длинные дистанции. Очень рада, что погода у нас сегодня такая лучезарная. Нормативы было сдавать несложно, они базовые, легкие. Да? Я думаю, что все смогут
поднять свой пресс по 5-10 раз хотя бы, подтянуться, да, по 5-10 раз мужчины. Бегали также, да. Дистанция была на 30 метров и на 2000. В принципе, все бежали легким темпом, было очень круто. Поэтому я всем желаю, что все жители Намского улуса сдали ГТО. В Верхневилюйске День государственности республики начали отмечать с возложения цветов к памятнику Исидора Барахова, после чего прошел парад коневодов-табунщиков Верхневилюйского улуса. Возложение цветов состоялось в селе Харбалах. Праздничный митинг провели жители и общественники села. После митинга через центр Верхневилюйска прошел торжественный парад коневодов-табунщиков с национальными флагами республики. Их сопровождала колонна автомобилистов и жителей в национальных костюмах. Ассоциация «Белый конь» к столетию республики подготовила ровно 100 лошадей и всадников. Сегодня мы очень рады, что наши общественники Улуса, ну не Улуса, а Улусного центра участвовали, чествовали наших конных, конную армию нашу. И рассчитываем все, что вот к столетию и республики, и к нашему Усеху Олонко мы подготовимся. И еще от имени Республиканской общественной организации ЭйГе приглашаем всех уже к нашему Усеху Олонко. А в селе Майя Мегино-Кангаласского района на территории Краеведческого музея открыли после ремонта памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения – башню Манчары. Это один из самых известных и ценных памятников истории и культуры нашей республики. Напомню, для восстановления и сохранения памятника провели телемарафон «Наше наследие» на канале НВК «Саха». Проект поддержали многие якутяне. Как вы знаете, еще в 2018 году глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев выступил с инициативой о восстановлении памятников истории и культуры нашей республики. И в рамках этого проекта были восстановлены достаточно большое количество объектов нашей истории и культуры. И в январе текущего года мы в развитии этой инициативы приняли решение об организации телемарафона. Инициативу поддержали общественники телекомпании НВК «Саха», а также жители Мегино-Кангаласского района. Мы следим за развитием событий и продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.